Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Казани отметили юбилей Махтумкули Фраги. Глава МИД Туркменистана принял копии верительных грамот у нового посла Казахстана. Определился состав туркменской сборной по дзюдо на Олимпийских играх 2024 и другие новости. В столице Татарстана в рамках гастрономического фестиваля «Вкусная Казань» отпраздновали 300-летие Махтумкули Фраги. Празднование юбилея поэта, организованное Генеральным консульством Туркменистана в Казани, гармонично вписалось в атмосферу фестиваля. Мастер-класс по приготовлению туркменских национальных блюд, плова и ярмы на костре стал одним из ярких событий мероприятия. Гости фестиваля с интересом наблюдали за работой поваров и задавали вопросы о технологии приготовления туркменских блюд. Образовалась длинная очередь желающих попробовать туркменскую кухню. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов принял копии верительных грамот у нового посла Казахстана в Ашхабаде Нурлана Ногаева. Стороны обсудили двусторонние отношения, отметив их развитие на основе взаимоуважения, равноправия и взаимовыгодного партнерства. В Ташкенте прошло 18-е заседание совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В работе заседания приняли участие руководители и представители министерств и ведомств Туркменистана под председательством вице-премьера Батыра Аддаева. Узбекскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев. Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества. Энергетическая политика Туркменистана нацелена на развитие нефтегазовой промышленности и ее интеграцию в международную энергосистему. Ключевые аспекты национальной стратегии включают эффективное использование потенциала отрасли, укрепление позиций на мировом рынке и реализацию новых инфраструктурных проектов. На расширенном заседании Кабинета министров президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость внедрения современных технологий и наращивания производственных мощностей в нефтегазовом секторе. Глава государства также дал указания по привлечению иностранных компаний к освоению энергоресурсов в Каспийском море и продолжению геолого-разведочных работ. В Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули прошел концерт «Итальянская симфония» в исполнении Государственного симфонического оркестра Туркменистана под управлением Расула Клычева. Программу открыла «Итальянская симфония номер 4» немецкого композитора Феликса Мендельсона. Затем прозвучала «Итальянская капричо» Петра Ильича Чайковского. Завершили концерт две увертюры итальянского композитора Джоаккино Россини к операм «Сорока-воровка» и «Вильгельм Тель». Дональд Трамп, кандидат в президенты США от республиканской партии, впервые появился на публике после недавнего покушения. Он выступил перед делегатами съезда республиканской партии в Милуоке с забинтованным ухом. В рамках экологической инициативы власти Астаны объявили о планах полного отказа от полиэтиленовых пакетов в супермаркетах и других торговых точках столицы Казахстана к 2025 году. Согласно новым правилам, традиционные полиэтиленовые пакеты-маечки будут заменены на экологически чистые альтернативы – биоразлагаемые пакеты и многоразовые эко-сумки. Это решение направлено на снижение негативного воздействия пластика на окружающую среду. Стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер 6-й серии сериала «Дом дракона», приквела «Игры престолов». В ролике показано, как Рейнира принимает решение использовать против зеленых драконов без всадников. Среди них будет Вермитор, один из крупнейших драконов династии Таргариенов. Премьера 6-го эпизода состоится 21 июля. До старта Всемирной Олимпиады в Париже остаются считанные дни. Сегодня мы познакомим вас с двумя представителями олимпийской сборной Туркменистана по дзюдо, 20-летним Сердаром Рахимовым и 19-летней Майсой Пардаевой. Оба спортсмена родом из Либабского вилаята. Сердар представляет школу дзюдо Ходжамбасского и Трапа, а Майса – Коэтендага. Туркменские олимпийцы уже имеют множество медалей с крупных международных соревнований. Сердар стал первым туркменским спортсменом, завоевавшим золото на турнире серии «Большого шлема» в Душанбе в мае этого года. Майса Пардаева завоевала золото открытого чемпионата Европы в Варшаве. Ашхабадский Алтын-Асыр успешно провел свой первый международный товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в румынском городе Брашов. Туркменская команда встретилась с Метаглобусом, представляющим второй дивизион чемпионата Румынии. Матч завершился минимальной победой Алтын-Асыра со счетом 1-0. Единственный гол был забит на 22-й минуте с пенальти полузащитником Муратом Аннаевым. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.